Каждый год Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, Черное море. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. Согласно предписаниям МЧС Абхазии, администрации городов и районов должны были подготовиться к сезону, очистить морское дно от опасных предметов, установить ограничительные буи, а также разрешающие или же запрещающие знаки. Однако не во всех районах были проведены подготовительные работы. Новый Афон, Гудаута и Гулерипческий район, они отказались главы администрации, хотя они и просили еще немного времени, мы им откладывали по времени, но и тем не менее в конце они сказали, что у них нет возможности выполнить все эти пункты. Хотя мы вошли в положение и требовали с них хотя бы вот эти 3 пункта: осмотр подводной части, выставление буев и выставление знаков о запрете купания. Также во время всего купального сезона на каждом пляже в радиусе 500 метров должен находиться спасатель со спасательной лодкой, но по факту их нет по всей Абхазии. Спасателя должны нанимать администрации городов. Это мы до всех глав администрации доводим, что это работа на них. Единственное, с нашим мы можем им помочь подготовить данных спасателей, потому что человек должен знать все эти маневры спасательные. И времени, в принципе, немного на подготовку нужно. Но мы готовы помочь подготовить данных спасателей бесплатно. В администрации города Сухум с пониманием относятся к предписаниям ГИМС и по мере возможности реагируют на них. В частности, силами столичной администрации проведены работы по улучшению санитарного состояния купальных зон на пляжах города. Пляжные зоны в городе Сухум были оснащены соответствующими буями для того, чтобы граждане понимали границы зон для плавания. Были устранены с пляжей все опасные предметы и различный бытовой мусор, который находился на пляжах. За счет средств администрации также были проведены водолазные работы совместно с МЧС. Участки дна, которые опасны для купания, были составлены паспорта таких участков. И на текущий момент мы, опять-таки, за счет средств администрации города Сухум разместили заказ на изготовление информационных указателей для тех мест, где купание либо запрещено, либо ограничено. У нас таких мест порядка 10-12 на всем протяжении зон для купания. В ближайшее время эти указатели будут изготовлены, и мы их установим, опять-таки, силами администрации города Сухум. В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устьях в радиусе 20 метров купаться запрещено. Однако не всегда наличие соответствующих знаков останавливает людей. Мы на катере нашем подходили к тому месту, и все равно там люди купаются, взрослые, не дети. Взрослые люди, понимая всю безответственность, все равно мы их оттуда все равно сказали, чтобы они там не купались. Селом мы их оттуда вытащили, но и тем не менее люди заходят, купаются в таких вот самых опасных местах. Некоторые пляжи столицы по договору были переданы частным лицам. Помимо платных услуг, арендаторы обязаны за свой счет поддерживать купальные зоны в надлежащем состоянии. Однако далеко не все эти обязательства выполняются. Ряд арендаторов, те, которых удалось найти, мы об этом предупреждали. Пока результатов нет, но эта работа будет продолжена. И хотелось бы отметить, что те арендаторы, которые взяли пляжи в аренду для оказания различных пляжных услуг, должны нести все обязательства по поддержанию санитарного состояния и безопасности купания за свой счет и под свою ответственность. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам участвовала в профилактическом рейде с целью выявления нарушений. Будьте добры, вот этот буек не трогать. Просто не заплывайте за буи. Я же не заплыла. Ну вы их трогаете, а потом они у нас теряются каким-то чудным способом. Красть не буду. Обязуюсь. Все, хорошего отдыха.
На побережье Абхазии большое количество непригодных причалов, где категорически нельзя купаться и пришвартовываться. Вот один из них. На данном причале купаться запрещено. Как видите, причал полностью разбитый. Наши водолазы проверяли данный причал и выявили много штырей и слева, и справа. Мы до глав администрации это все довели. Они пообещали нам выставить в ближайшее время знаки о том, что здесь купаться запрещено. Прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Помните о преломлении света. Вам может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это, рискуя собственной жизнью, плохая затея. Сария Кварцхеля, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.